Ассаляму алейкум, мир вам, милость Аллаха. Герой, о котором сегодня я буду говорить, один из самых молодых чеченских героев, который вошел в историю, оставив о себе славную память. Вот как начинает о нем стихотворение Сахаров Александр Александрович. «Затих звон сабель, грозный шум войны. Почила с миром царская империя, своих героев помнят автуры, хранит легенды древняя Ичкерия». Он проявил себя как мужественный воин еще в юные годы. О нем отзывались как о храбреце его современники, и он был одним из самых любимых наибов имама Шамиля. На момент смерти ему было 28 лет. Сегодня мы говорим об Ахмаде Автуринском. Родился он в 1824 году в ауле Автуры в семье Мухаммада, принадлежавшего чеченскому обществу Гуной. И вообще с юного возраста Ахмад выделяется среди своих сверстников удалью, наездничеством, благородством, храбростью и щедростью. Один из оплотов чеченского сопротивления аул Автуры находится все время под многочисленными военными экспедициями царских военачальников. Но военному командованию царских войск не удается запугать непокорных чеченцев. С каждым днем у чеченцев растет ненависть к поработителям. Юный Ахмад часто участвует постоянно в стычках с жестоким врагом. Весна 1840 год. Под предводительством имама Шамиля Чечня вновь встает на защиту своей родины, на священную войну за свободу. 27 октября 1841 году войска Граби начинают свой поход на Чечню. Они штурмом берут два аула – Гилдаган и Автуры. В этих боях за родной аул Ахмад показывает себя как отважный и зрелый воин. По рассказам стариков, имя юноши широко стало известно после сражения в Нохчи Мохке под названием «Вместе Куэжалгандук». Это был июнь 1842 год. И рассказывается, что неожиданно появляется как будто из-под земли царский офицер, и он вредит чеченцам. И тогда храбрые воины-чеченцы собираются на совет и предлагают свои услуги, размышляют, как остановить этого наглеца. В этот момент стоящий поодаль Ахмад Автуринский робко, стесняя, подходит и говорит, то есть предлагает свои услуги. Над ним насмехаются и отправляют его, говоря: «Иди, молодой юноша, учись еще, тебе рано, мы сами разберемся, что нам делать». Воспитанный в чеченской традиции уважением к старшим, Ахмад все-таки решается на деле доказать, что он не просто так предлагал свои услуги. В один из дней он находит этого русского офицера, предлагает ему сразиться на саблю. После того, как он убил русского офицера, ему достается его оружие и конь. Как вы думаете, это все он оставляет не себе, а отдает еще вчера над ним насмехавшимся старшим товарищам. Но не только воинская доблесть и пылкость прославляет Ахмада среди своего народа, но и за благородство, доброту и честность Ахмад уже завоевывает всеобщую любовь чеченского народа. Также дружеское расположение к Ахмаду питает сам имам Шамиль. Особое место в эпосе об Ахмаде Автуринском занимает его дружба с известным на телеке гребенским казаком. Песня об Ахмаде Автуринском подробно рассказывает о начале их трогательной дружбы в самый разгар Кавказской войны, в середине 40-х годов 19 века. Двое молодцов, Автуринский Ахмад и казак, влюблены в красавицу-казачку из Кизляра. Неожиданно оба молодца встречаются на невысоком хребте у Терека. Казак видит безмятежно спящего чеченца, но считает, что спящего убивать это вероломно. Напротив, он, отпуская своего скакуна, пастись рядом с конем Ахмада и, вытянув из-под чеченца половину бурки, ложится рядом с ним. Ахмад видит тяжелый сон, будто лошадь казака испугала его скакуна. Проснувшись, Ахмад будит казака и приглашает хозяина лошади сразиться с ним в поединке. Удалой казак соглашается. Соперники выбирают себе самое надежное оружие – сабельные клинки. Однако в самый последний момент перед поединком казак обращается к Ахмаду. «Ты внимательно выслушай, терпение набравшись. Испугавшись, не сказано тебе, Автуринский Ахмад». Там и дальше слова и обращения казака, и в конце казак предлагает ему дружбу, и Ахмад соглашается. После просьбы своего друга поведать ему о цели своей поездки, Ахмад рассказывает ему, что он собирается жениться на полюбившейся ему козлярке. Казак, несмотря на то, что эта девушка нравится и ему, жертвует своей любовью ради дружбы и едет с Ахмадом сватать прекрасную жительницу Кизляра. Казак сосватал ее и со словами доброго напутствия, любви и мира провожает молодую пару домой. По преданию, от Кизляра до аула у Старгордой. При расставании казак добавляет: «Ко мне ты придешь, когда захочешь, от твоего сердца сердце мерящим другом я буду. Меня не забывай, Автуринский Ахмад». Принявшая веру мужа прекрасную кизлярку родственники Ахмада называют Гизларха, кизлярка.
До свадьбы по обычаю девушка живет у одного из друзей Ахмада в Малых Атагах, Кадия. Ныне фамилию эти люди носят Кадиевы. На свадьбу друга своего казак пригоняет 40 жеребцов. И вместе с другими друзьями Ахмада казак этот сопровождает их с Малых Атагов до Автуры. На свадьбу приезжает с поздравлениями сам имам Шамиль. В цели восстановления истребляемого войной народонаселения имам Шамиль переселяет дагестанцев, которые лишились своих земель, в Чечню. Они основываются в ауле Автуры. Вообще аул Автуры в то время был один из самых сильных оплотов, конечно, сопротивления против царских войск. Туда приезжают жить и дагестанцы, приезжают жить также беженцы, мухаджиры из Тарков, Кумыки и других мест. Среди помогающих переселенцев находится Ахмад Автуринский, который в памяти сохраняется народа как защитник вдов и сирот. Все трофеи военные, которые он получал, он беспрекословно отдавал все это вдовам и сиротам. В составе отряда наиба Большой Чечни Валият Шали Суайб Муллы из Эрсеноя Ахмад участвует в разгроме войск графа Воронцова ночи Мохки, летом 1845 году. И в этой кампании Суайб Мулла героически погибает при преследовании царских войск. Вообще, я думаю, про этого человека тоже нужно сделать отдельную передачу. Итак, после смерти Суайба Муллы наибство Большой Чечни было разделено на два округа. И наибами стали тогда Тольхик из Шали, а также Бота Шамурзаев. Октябрь 1846 год. Имам Шамиль ведет жестокие бои против Бейбутова в селе Кутеши. Но 15 октября имам Шамиль терпит поражение и отступает. Осознавая сложное положение и получая от разведки о намечающихся походах на Чечню, имам Шамиль пишет в середине января 1847 году письмо своим наибам в Чечню. Давайте мы его прочитаем. «Вы видели все труды и тяжести горских народов в боях с заблудившимися, и как они стояли перед нами в текущем году. Теперь очередь стать перед этими нечестивыми дошла до вас. Если вы примете все тяжести, выставите всех совершеннолетних, вступите в войну, то вы славные люди, и Аллах вам поможет. Если же вы уклонитесь, то вы потеряете ваш авторитет и геройскую славу, которая утвердилась за вами с отцовских времен. И Аллах разгневается на вас. А это для вас большой ущерб. В помощь вам мы посылаем горских бойцов из дагестанских. Один отряд. Если вы терпеливо постараетесь, то этот отряд будет достаточен. В Коране сказано Аллахом. Смысловой перевод: терпите, старайтесь. В марте 1847 году имам Шамиль ведет серьезную подготовку к обороне, но по разным причинам и из-за некоторых жалоб людей меняет своих наибов. Даже само предприимчиво своего наиба Тольхига Шалинского. Мудиром, генералом-губернатором Большой Чечни назначается один из участников разгрома войск князя Воронцова в 1845 году Бота Шамурзаев. На место Тольхига наибом округа Шали Большой Чечни назначен Ахмад Автуринский, который пользуется всеобщей любовью и уважением чеченского народа. После неуспеха в Дагестане имам Шамиль начинает придавать большое значение защите Большой Чечни. Царский генерал-майор Нестеров пишет доклад своему главнокомандующему в штаб. Он пишет следующее. Шамиль со всеми своими приверженцами находится в селе Автуры, где объявил жителям, что он не возвратится в Ведено, пока не обеспечит их от нападения русских войск. Всенародно читает успокоительные проповеди, для слушания коих стекаются все окрестные жители, даже старцы, жены и дети. Должно полагать, что он присутствием своим может успокоить жителей, взволнованных последними набегами, и выжидает появления подножного корма или подкрепления из Дагестана. Шамиль издавна относится с симпатией к Ахмаду, и когда он пребывает в Большой Чечне, он часто гостит у Ахмада в ауле Автуры, принимает посетителей, выслушивает жалобы и рассматривает дела в суде. Пребывание Ахмада на должности наиба приходится в очень сложное время, не лучшее положение и в самой Чечне. Постоянные бои против царских войск, экономическая блокада и связанные с войной лишения изматывают народ. Но люди Большой Чечни верят молодому наибу Ахмаду Автуринскому и идут за ним, невзирая на опасности. Ахмад во главе своих отрядов принимает активное участие в военных действиях против царских войск как в Большой Чечне, так и в Малой, в которую в эти годы переносятся основные боевые действия. Волконский пишет: 15 декабря 1847 года полковник генерального штаба Форстен занял село Гойты Богачарой.
И войска Наиба Ватабая, Муртазали, Садулы и Ахмада опоздали. Они прискакали на тревогу тогда, когда войска были вытеснены из Гойты и успели скрыться в лагере. В Малой Чечне продолжаются кровопролитные бои. Март 1849 год. Жители аула Автуры выходят на улицы и встречают очередных беженцев. Теперь уже из Малой Кабарды, мухаджиров, черкесов, которые приехали в Автуры. Так вот, они, то есть жители аула Автуры, делятся с ними домами своими. А после уже делают белхи, то есть взаимная помощь, воздвигают новые дома, и эти мухаджиры переселяются в эти новые дома. В своей кунацкой Ахмад размещает семью известного мудира Малой Чечни кабардинца Мухаммада Мирзы Анзорова. Кабардинцы были поражены, узнав о том, что среди автуринцев живут еще 20 лет назад пришедшие сюда мухаджиры, кабардинцы, еще со времен Ермолова. Изматывавшая кавказские народы долголетняя кровопролитная война, тяжесть, в основном которой ложилась на Чечню, и невзгоды военных лет, и тяготы службы, и также начавшиеся неуспехи армии имама Шамиля. Все это вызывает у людей недовольство, апатию и усталость. Надо отметить, что на многих действовала лживая пропаганда царских военачальников от имени императора, торжественно обещавших в прокламациях земли, свободу и вообще свободу вероисповеданий. Хочу отметить отдельно этот момент прокламация князя Борятинского. Вообще есть некоторые люди, которые либо от зависти, либо от ненависти, приводя некоторых мудиров, что они перешли на сторону царской администрации, царской власти, и обвиняют их в том, что они предатели. Но они не читают историю, что же произошло, что за прокламация была, почему переходили, и что случилось потом, когда узнали, что их обманули, но те же, многие из них потом же восстали против этой же царской империи. Про это они молчат, потому что им это невыгодно, так как они это делают же не из-за любви к чеченскому народу. Так вот, немного хотя бы умный человек, и который имеет стыд и совесть, поймет, после того, как я прочитаю, что приводится и что предлагается в прокламациях от Борятинского. Например, давайте я вам прочитаю. Желая убедить горцев прекратить сопротивление и сложить оружие, главнокомандующий Кавказской армии Борятинский обращается к ним с прокламациями от имени императора. В одной из них, обращенной к чеченскому народу, говорилось о дарованном императором прощении за враждебные действия, кровь и убытки. Борятинский пишет, что все случившееся продолжение этой бедственной для народа войны должно быть забыто навсегда. В подтверждение этого наместник сообщал, что отныне его императорское величество, распространяя на вас свою благость и попечение, наравне с другими своими подданными, дарует вам следующие милости. Каждый из вас может свободно отправлять свою веру, и никто не будет вам препятствовать исполнять обряды ее. От вас никогда не будут требовать рекрут и никогда не обратят вас казаков. Чеченскому народу Борятинский обещал вернуть в вечное владение все земли и леса, которыми народ владел до 1839 года, исключая земли, занятые теперь укреплениями и ставшие собственностью казны. Правители, поставленные над вами, будут управлять вами по адату и шариату. Так, братья и сестры, если дается свобода следовать шариату, то о чем еще нужно говорить вообще? Зачем дальше какие-то обвинения бросать в сторону людей, которые переходили? Думая, что им, конечно, разрешат это сделать, но узнав, что их обманули, они сбежали, многие сбежали и опять подняли восстание против царской империи. Читаем дальше. А суд и расправа будет отправляться в народных судах, составленных из лучших людей, которые будут избираемы вами и назначаемы в должности согласия ваших начальников. Вот это некоторые пункты из прокламаций. В 4 летних экспедиции в 1850 году вся Малая Чечня была разгромлена, а жители ушли жить в горы. Терпевший поражение имам Шамиль все больше начинает терять авторитет. Жители недовольны его неспособностью защищать Чечню. Имам ужесточает меры поддержания порядка в Чечне и в других областях имамата, участились смертные казни. Но произошло то, что имам не мог предвидеть. Ужесточение режима, запугивание слабых вызывает ответную реакцию у тех, на ком десятилетиями держалось сопротивление царизму. Об этих людях в статье «Покорение Кавказа» пишет один из участников этой войны. Почему так долго держались против нас чеченцы? Терпели и голод, и крайнюю нужду. Умирали и посылали детей на смерть.
Нам кажется, не из одной покорности Шамилю и его проповедникам, не из-за слепой ненависти к гаурам, не из жажды грабежа, как думают многие. Нет, из желания независимости по естественному убеждению народа, отстаивающего свою свободу из чести и славы. Очень сильно на молодого Ахмада влияет случай, когда перестрелки убиты 6 перебежчиков из аула Устар-Гордой. Ахмаду объявлена кровная месть, хотя Наиб приказал стрелять только после того, как перебежчики убили одного из всадников и отказались вернуться в село при условии прощения убийства. Кровь убитых причиняет молодому Ахмаду очень сильное страдание. Он думает, правильно ли он поступил, отдав приказ стрелять. Вскоре следует открытый отказ Ахмада казнить 7 осужденных. И это приводит к тому, что Ахмад Автуринский добровольно складывает с себя обязанности Наиба в 1849 году. Талхик, назначенный вместо Ахмада, совершает казнь 7 осужденных. Несмотря на отказ от должности Наиба, Ахмад не отказывается от борьбы против царских войск, а также к нему приходит письмо от имама Шамиля, где говорится, чтобы Ахмад вернулся обратно и занял должность Наиба. Ахмад отвечает, что возвращаются только покинутые невесты. Но прибавляет при этом, что он не отказывается от борьбы против царских войск, и что в армии имама Шамиля он будет впереди идти, а среди отступающих он будет последний. В 1851 году Ахмада потрясает известие о смерти, полученной от раны в одном из сражений мудира Мухаммада Мирзы Анзорова, с которым его связывают дружеские отношения, а также переход в ноябре к русским Наиба Хаджи Мурада из Хунзаха. 17 сентября 1852 года имам Шамиль двигает свои войска на крепость Грозную. Этим походом имам Шамиль хочет принудить царское командование к оборонительной тактике и увести аулы мирных жителей чеченцев из-под крепости в имамат. Однако замыслы имама Шамиля раскрыты, его отряд попадает в засаду. Обступаемый со всех сторон, он вынужден пробиваться в горы, при этом неся потери в людях. В этом нападении на Грозную участвовал и Ахмад. Вот как передается эта история. Подкупленный царским командованием провокатор Мустапин Мухаммад предательски заманил воинов под крепость Грозную, сказав известному наезднику из Сержинюрта Эрсман-Берду о том, что есть возможность похитить в крепости полковника. Не подозревавший предательство, Берд передает эту информацию Ахмаду, и тот со своими друзьями Буга и Таду направляется к крепости. На переправе через Сунджу, когда наездники находятся в середине брода, по ним открывается огонь. Ахмад приказывает своим друзьям отступать, а сам отстреливается и пробивает себе дорогу с шашкой. И в один из моментов он получает тяжелое ранение в ногу. Перебита главная артерия. Но от погони ему удается уйти, истекая кровью, он приближается к аулу Старая Сунджа Сюэлжа. Но охрана села встречает его выстрелами, и одна из пуль попадает Ахмаду в предплечье. Отъехав немного, истекающий кровью и теряющий сознание, Ахмад сходит с коня. Он расстелил бурку и прилег. Своего любимого коня он отпускает, а стрелявший Ахмада охранник сообщает кромникам, где находится их обидчик. Кромники находят Ахмада при смертных муках и для себя считают, что будет позорно убивать его в таком положении. Они сами соорудили носилки, взяли Ахмада, положили на них и ведут его в аул. И этот благородный шаг останавливает злые языки, которые кричат вдогонку. Они кричат следующее: «Он убил ваших людей, а вы еще взвалили его себе на плечи». У нас у чеченцев говорят: саблей нанесенную рану врачи залечивают. Плохим языком нанесенная рана не заживает. Они кладут носилки, один из них берет саблю Ахмада, обнажив ее, наносит удар, напополам рассекший плечо. «Хорошо рубит сабля», обращается он к Ахмаду. Ахмад в ответ говорит: «Да, хорошо. Ее носил достойный мужчина». Это были последние слова Ахмада Автуринского. На момент смерти ему было 28 лет. Люди расступаются и смотрят вслед траурной повозки, направляющейся ко двору Ахмада. Братья Ахмада, Гапа, Ета и Ахмад с потемневшими от горя лицами отрешенно смотрят
на тело, покрытое буркой. Чермонь Цосар, шедший рядом с повозкой, бросает поводья и с трудом, сдерживая нахлынувшие горестные чувства, с охрипшим голосом произносит: «Нет больше нашего Ахмада». Имам Шамиль с горечью встречает известие о потере мужественного автуринца. Суд Шамиля, рассматривавший жалобу только один раз в год, на этот раз 4 раза подряд, с 1853 по 1857 годы, рассматривает обстоятельства гибели Ахмада. Народ чтит память своего героя, борца против царизма, мужественного, храброго, доблестного воина, за его твердость и за доброту. Несомненно, Ахмад Автуринский, Коман Си. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.